Глава 14. Больше, чем победители. Мы познаем победу на нашем христианском пути. Мы должны быть больше, чем победители. Сатана побежит от нас, а не за нами. Мы познаем победу на нашем христианском пути. Мы должны быть больше, чем победители. Сатана побежит от нас, а не за нами. Мы освобождены от дьявольской сети. Мы не должны быть больше пленниками зла. Каждое из этих утверждений основано на Библии. Победа – гарантия христианина. В первом послании к Коринфянам в 15 главе в 56-57 стихе сказано: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Победа над миром. Об этом утверждается в первом послании Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». В послании к римлянам, 8 глава, 35-37 стих, сказано, что мы больше, чем победители. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. У нас есть смелость для победы. В Евангелии от Иоанна в 16 главе в 33 стихе Иисус говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Быть больше, чем победителями, означает окончательную и бесповоротную победу. Это подразумевает наступательную тактику, захват и успех во всем. Это больше, чем просто выиграть сражение. Это значит великий прогресс во владении и отвоевывании того, что принадлежит тебе, как царскому наследнику. Речь идет о правлении и царствовании, а не только об обороне территории. Апостол Павел говорит, что мы призваны к участию в наследии святых во свете. Мы избавлены от власти тьмы и введены в царство возлюбленного Сына Божьего. Это подразумевает, что сатана, олицетворение власти тьмы, обратился в бегство. Будущее наследство наше, потому что уже в этой жизни мы призваны как солдаты. Мы достойны быть освобожденными от царства сатаны. Сатана разбит на голову, деморализован и поражен. Павел предупреждает, что некоторым людям нужно освободиться от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Идея состоит в том, чтобы они просто осознали опасность, и тогда смогут избежать капкана и сетей дьявола. Дьявол – это темный и злобный враг, направляющий свои усилия на проклятие человечества. Апостол Петр предупреждает, чтобы мы трезвились, бодрствовали, потому что наш противник, дьявол, ходит вокруг, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Мы же должны противостать ему твердой верой. В Ветхом Завете слово «сети» встречается часто. Это было общеупотребительное сравнение. Одно из самых лучших мест в Псалме 90, который нравится многим. Это звучит так: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы». Я слышал о молодом человеке, который провозглашал эти стихи на свою жизнь, когда был в армии. Он чувствовал, что они проводят его сквозь бои невредимым. Этот псалом в действительности и псалом Мессии. Его знал сатана, он цитировал из него, когда искушал Иисуса. В псалме говорится:
ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус знал, как разбить сатану, и Он знал также, как не угодить в сети ловца. Это был рукопашный вид духовного сражения, более чем реального для Сына Божьего. Когда дьявол искушал Иисуса, Он сказал: «Отойди от меня, сатана». Это пособие для нас, как вести духовную брань с врагом нашей души. Быть освобожденным от дьявольских сетей – это значит принять Божий метод освобождения и победы. Защита от врага. Пророк Исаия говорил, что никакое оружие не устоит против избранников Божьих. И это наследство рабов Господа. Поэтому мы больше, чем победители. Что бы сатана ни выставил против нас, он не достигнет успеха. В оригинале на еврейском этот стих Исаии звучит как «никакой план, никакое средство уничтожения, никакая сатанинская артиллерия не ударит тебя и не опередит тебя, но будет разбита». Это Божье обетование, что Он защитит свою собственность от атак сатаны. Одно из преимуществ воинственных христиан – быть больше, чем победителями. Там, где праведность в сердце, там мир. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Кто бы ни вооружился против тебя, падет. Исайя, 54 глава, 14-15 стих. Во Второй мировой войне мы полагались на своих союзников, они полагались на нас. Это было взаимовыгодно. Мы нуждались друг в друге. Точно так же наш противник может быть силен, но наш союзник, Иисус, гораздо сильнее. На Духа Святого можно положиться, Он снабдит нас помощью и силой, в которой мы нуждаемся. Таково обетование. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Мы, победители, призваны править с Ним, с Иисусом. Из истории и Библии становится ясным, что предназначение Бога для Его детей – править вместе с Его Сыном. Победители призваны править вместе с Ним. В книге Откровения, 3 глава, 21 стих, говорится: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его».